Добрый вечер. В эфире Абхазского телевидения программа «Суть дела». С 1 июля Министерство по налогам и сборам запустило программу по замене бланков ИНН. Она должна завершиться в конце ноября. Для чего это делается, а также о борьбе с неплательщиками налогов и других проблемах, с которыми сталкивается налоговая служба, мы поговорим сегодня с министром по налогам и сборам Дауром Курмази. Даур Леонтьевич, добрый вечер. Рада вас видеть в нашей студии. Добрый вечер. Ну, с главного хотелось бы начать. Программа по замене ИНН уже идет, уже несколько месяцев как идет. Это требования налоговой службы. Скажите, вот разъясните, пожалуйста, для чего это делается? Это требование налоговой службы основано на требовании закона, который был еще принят в 2016 году, изменения в закон об основах налоговой системы от 30 июня 2016 года, которые требовали введение, помимо идентификационного номера налогоплательщика, введения кода причины постановки на учет. На основании этого изменения в этот закон был приказ Минфина и требования по управлению казначейства. Менялся в законодательстве, был изменен порядок постановки на учет налогоплательщика в налоговом органе. Порядок должен был быть утвержден Кабинетом министров. Ранее он утверждался и разрабатывался на основании приказа Министерства по налогам и сборам. В связи с этим был предложен проект постановления Кабмина в 2017 году, который был утвержден и введен новый порядок постановки на учет, на основании чего и производится замена бланка ИНН. Для чего это введено? В первую очередь порядок учета раньше предусматривал при выдаче бланка ИНН их региональное присвоение, то есть в коде ИНН был заложен код региона, в котором состоял на учете налогоплательщик. У нас очень часто возникает ситуация, когда налогоплательщики осуществляют деятельность в разных регионах, при этом закон запрещает иметь им два разных совершенно ИНН, но и требования о необходимости смены ИНН, то есть смены регистрации, постановки на учет в другом налоговом органе тоже иногда не может быть исполнено. Новый порядок, старый порядок предусматривал необходимость замены бланка ИНН, то есть юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в одном районе, при прекращении деятельности и переходе в другой район получали новый ИНН. По новому порядку они будут получать один ИНН и на весь период своей деятельности, независимо от сроков. Увеличилось количество знаков порядковой нумерации, порядковый номер был ограничен. Количество налогоплательщиков растет. На сегодняшний день порядковый номер предусматривает 99 999 налогоплательщиков. Ну и помимо этого содержание еще в содержании идентификационного номера налогоплательщика изменились некоторые знаки. И кроме того был введен код причины постановки на учет, который определяет и порядковый номер налогоплательщика, и присвоение к участку, и определяет причины, по которым налогоплательщик становится на учет. Таковыми причинами могут являться место основной деятельности, местонахождение филиала без образования юрлица или с образованием юридического лица, с наличием бухгалтерского баланса, отдельного расчетного счета, а также наличие земельных участков и недвижимости. Это позволит легче контролировать налогоплательщиков? Это позволит обеспечить надлежащий учет налогоплательщика в каждой инспекции. Скажу, что часто слышу вопросы, а какие интересы у государства или в частности у налоговой службы в данном вопросе. Никаких абсолютно интересов ни у государства здесь нет. Замена бланков производится бесплатно. Интерес налоговой службы заключается в том, что мы одновременно с заменой бланка ИНН проводим переучет налогоплательщиков, скажем так, полную инвентаризацию. Сам процесс, всего выделено, времени 5 месяцев на этот процесс, да, но субъектов экономической деятельности немало. Успеют ли все в сроки, не будут ли очереди при получении при обмене этих бланков, а также как вы планируете вообще завершить весь этот процесс в сроки? Исходя из количества субъектов предпринимательской деятельности, вообще срок рассматривался, что мы смогли бы успеть выдать эти бланки ИНН в 2-3 месяца. Но этот срок был более раздвинут по той простой причине, что в летний курортный сезон активно осуществляется предпринимательская деятельность. Многие имеют международные контракты, которые требуют подтверждения изменения реквизитов и утверждения их в паспорте сделки в Российской Федерации, в частности. Поэтому был предоставлен довольно большой промежуток времени для замены и для подготовки для замены. Сама замена занимает, согласно
Постановление Кабинета министров 3 дня максимум. В практике практически в день подачи заявления бланки ИНН выдаются. Мы тоже вместе со съемочной группой побывали в Министерстве по налогам и сборам и также в районном отделении и посмотрели, как этот процесс осуществляется. Давайте вместе с вами посмотрим сюжет. Апрель 1994 года считается днем создания государственной налоговой службы. Министерство по налогам и сборам Абхазии состоит из центрального аппарата и инспекции по Сухуму и районам республики. В структуру центрального аппарата входят 8 управлений. В управлении анализа и отчетности обрабатывают информацию, поступающую из районных инспекций и ведомств. Нами составляются различные регулярные отчеты, такие как отчет о поступлении налоговых платежей в бюджет с отражением динамики. Также выводятся данные по налоговым долгам. Эти налоговые долги делятся на категории. Налогоплательщики делятся на текущих должников, проблемных, и также у нас есть нереальные взыскания у долги. Помимо регулярного анализа составляются отчеты по запросам различных ведомств. Вся информация, которая стекается в министерство, хранится на главном сервере. В этой комнате находится, можно сказать, центральный мозг Министерства по налогам и сборам. Этот сервер хранит в себе всю информацию о налогоплательщиках и их начислениях. При этом сервер может работать бесперебойно и даже в случае отключения электричества. Контроль за соблюдением налогового законодательства, а также обеспечение своевременности внесения в госбюджет налогов и других обязательных платежей – главной задачей ведомства. Для этого в министерстве была запущена новая программа по замене старых бланков идентификационного номера налогоплательщика, сокращенно ИНН. Документ необходим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Таким образом, в Министерстве по налогам и сборам хотят создать достоверный реестр налогоплательщиков. В полном объеме мы планируем запустить работу этого продукта с января следующего года. Однако на сегодняшний день программа уже установлена во всех территориальных инспекциях министерства. И начата работа по заполнению справочной информации налогоплательщиков. Процедура замены ИНН была начата в июле этого года и завершится 30 ноября. Времени осталось около месяца, поэтому в эти дни в районных отделениях налоговой службы немало желающих получить новые бланки. Соответственно, первые 2 месяца летом такой активности не было, но в данный момент активность очень высокая. Данная замена ИНН производится бесплатно, без какой-либо государственной пошлины. При подаче документов налоговой службы должны заменить бланки старых ИНН на новые образцы в течение 3 дней. Информация о перечне документов, необходимых для этого, вывешена на официальном сайте министерства. Скажите, пожалуйста, а вот те, кто в сроки не успеют, что с ними будет? Ну, с ними, в принципе, пока ничего не будет. У них будет достаточно времени для того, чтобы с нарушением сроков прийти и заменить. Возникнут всего лишь проблемы, связанные с ограничениями деятельности расчетных счетов. Ограничения, возможно, будут применяться и при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Соответствующие письма и запросы нами направлены в Национальный банк, Управление казначейства и Государственный таможенный комитет. Будут ограничения. После прохождения процедуры замены бланков ограничения будут автоматически сниматься. Хотелось бы поговорить еще об одном виде налогов. Земельный налог на приусадебные участки в сельской местности площадью до 0,25 гектара был отменен в Абхазии 2 года назад. Тогда это было сделано в целях поддержки крестьян. Вот как это сказалось на общей сумме налоговых поступлений, вот, учитывая, что 2 года уже прошло? Ну, конечно, объем налоговых поступлений уменьшился, но нельзя сказать, что это вид платежа и размер платежа, который существенно влияет на государственный бюджет. Я считаю, что было принято правильное решение для поддержки частных крестьянских хозяйств в селах. И земельная площадь, которая охватывает приусадебный участок, наверное, правильно было, что ее исключили из объекта налогообложения. Точно цифры назвать, наверное, будет трудно, потому что отдельного учета данных территорий не велось. Курортная сфера – одна из бюджетообразующих отраслей экономики. Туристический сезон этого года, мягко говоря, не самый лучший был для Абхазии. Пока рано делать выводы, потому что налоги еще поступают, будут подводиться окончательные итоги. Но ваш прогноз, как эта ситуация сказалась на количестве поступлений налоговых? К сожалению, да, туристический сезон был не лучший. И
Как следствие, конечно, это будет отражаться на налоговых поступлениях. У нас по данным отчетов на 1 октября уже имеет место невыполнение плановых заданий. И, к сожалению, мы прогнозируем невыполнение плановых заданий по итогам года. У нас большие потери по курортной сфере в Гагарском районе, но, естественно, еще у нас остаются потери в Ачимчирском районе с начала года, которые имели по рыбоперерабатывающей промышленности. Пока трудно назвать точную сумму налоговых потерь, но могу сказать так, что мы практически по всем предприятиям без исключения имеем налоговый минус, в том числе и по таким крупным предприятиям, как предприятия сотовой связи, которые тоже так или иначе были связаны с количеством туристов. А курорт Пицунда, который вот показал хорошие результаты в этом году, относительно других курортных объектов? Относительно других курортных объектов, относительно прошлого года там тоже имеется объем снижения. Тем не менее, да? Тем не менее. Давайте посмотрим статистику о количестве поступлений в бюджет по различным видам налогов. Общий объем поступлений налоговых платежей в бюджет республики на начало октября этого года составил 1 миллиард 698 миллионов рублей. При этом большая часть поступлений приходится за счет подоходного налога. Затем НДС. Его показатели чуть меньше 500 миллионов рублей на данный период времени. Около 465 миллионов рублей поступило в казну за счет налога на прибыль. Затем по убывающей земельный налог, акциз, спецналог, налог на имущество. А вот меньше всего поступлений приходится на курортный сбор. В общем, это показатели, которые представили нам в Министерстве по налогам и сборам. Это картина за месяц. И вот за какой период времени, я хотела бы уточнить? Я так понимаю, что это по итогам третьего квартала. Отчетные данные. А вот основная проблема налоговых служб – это собираемость налогов. Всегда есть те, кто пытаются уклониться от уплаты налогов. Как вы боретесь с этим? Ну, на наш взгляд, основной проблемой в собираемости налогов является вопрос неотвратимости уплаты налогов. Если мы сможем обеспечить действие этого вопроса, то мы добьемся определенного результата. Это требует времени. На данном этапе основным направлением деятельности является максимальное обеспечение и надлежащий учет всех налогоплательщиков, чего мы добиваемся в том числе и заменой бланков ИНН. Но и помимо этого проводилось очень много контрольных мероприятий, в частности в летний курортный сезон. Это и выезды на объекты размещения туристов, на экскурсионные объекты, на объекты массового посещения туристов. Проводилось очень много совместных контрольных мероприятий с другими службами, в частности очень много проверок проводилось совместно с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями. Но, к сожалению, в большинстве случаев данные о снижении количества туристов подтверждались в ходе проверок. Поправки в закон об НДС вступили в силу в 2016 году. Это такой нашумевший закон. Ну, это не новый закон, но поправки вызвали общественный резонанс, особенно в среде предпринимателей. Сейчас страсти улеглись. Ну вот как вы оцениваете результаты этих поправок? Очень много вопросов было связано с введением НДС, и очень много было обсуждений. Надежд много связывалось с тем, что вот НДС позволит вывести экономику из тени, поступление в бюджет и так далее. Я попробовал бы с другой стороны посмотреть на данный вопрос. Есть один из принципов создания систем налогообложения, является то, что налог должен быть понятен. Я полагаю, что данный вид налога не совсем понятен нашему обществу и нашим налогоплательщикам. И понятие добавленной стоимости своевольно трактуется каждым по-своему. Могу сказать лишь одно. В стране, где есть налог на добавленную стоимость, ввозная стоимость товара добавленной стоимостью должна являться и должна подпадать под действие данного вида налога. В противном случае мы сталкиваемся с казусной ситуацией, когда у нас налог исчисляется с наценки, единая ставка налога, но, допустим, с товара стоимостью 20 рублей у нас НДС включает в себя не 2 рубля, как установлена общая ставка единая, а может включать в себя НДС 30, 40, 50 копеек. И тут формула расчета никому не понятна и никому не известна. В этой части, конечно, введение налога на добавленную стоимость именно таким образом и с точки зрения теории, с точки зрения практики показывает определенный результат в обеспечении прозрачности. То есть, когда известна сумма облагаемого оборота, то есть сумма сделки, сумма реализованного товара, сумма оказанных услуг, государство рассчитывает сумму налога на добавленную стоимость.
И имея информацию о сумме вычета, то есть куда произошел вычет, куда производились выплаты НДС, можно вполне досконально отследить, что в принципе и начало нами осуществляться в текущем году. Начали организацию систематизированной работы по контролю за вычетом налога на добавленную стоимость. Каков результат мы ожидали? Ну, наверное, каждый по-своему ожидал определенный результат. В вопросе обеспечения доходной части бюджета, но этот результат прямо пропорционален объему внешнеэкономической деятельности. Если внешнеэкономическая деятельность будет расти, сумма налога будет увеличиваться, ну и, соответственно, если объем внешнеэкономической деятельности будет снижаться, то и сумма налога на добавленную стоимость будет снижаться. У нас в некоторых месяцах, по предварительным данным, которые имеются у нас, более точные цифры, наверное, предоставит таможенный комитет, но в некоторых месяцах было замечено снижение таможенной стоимости по импорту. И, соответственно, сумма налога на добавленную стоимость пропорционально будет снижаться. Завершить хотелось бы мне еще одним вопросом. Вот президент неоднократно в своих выступлениях говорил о том, что нужно сокращать налоговое бремя, особенно для малого и среднего бизнеса. Вот в этих целях, на ваш взгляд, какие изменения необходимы и вообще что делается для этого? Наверное, это вопрос и к министру экономики в том числе, но вот с вашей стороны, как бы вы могли прокомментировать? Ну, на основании поручения президента Министерством экономики была разработана концепция налоговой реформы, которую мы по основной части поддерживаем. Мы тоже считаем, что налоговую систему надо упрощать, надо менять режимы налогообложения. Часть из этих реформ уже представлена в виде законопроекта в парламент. Это закон о патентной системе налогообложения и закон о спецналоге. Закон о спецналоге в оставшейся части связан с необходимостью введения закона о патентной системе налогообложения. В будущем он может быть видоизменен, реформирован. Но могу сказать свое личное видение в данном вопросе. Нам сперва надо концептуально определиться с видением будущей налоговой системы вообще. То есть налоговой модели, какие виды налогов мы хотим принимать у себя, какие налоги мы хотим платить, а какие нам непонятны. Ну, очень много идей, в том числе от Министерства экономики, возможно перенимать опыт сопредельных государств. И подытожив наш разговор, какие основные проблемы, с которыми сталкивается налоговая служба сейчас? Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это проблема неплатежей, которая связана иногда со снижениями оборотов, со снижениями доходов, в частности, по курортной сфере. Очень много вопросов в этом году возникало с тем, что даже плательщики спецналога жаловались на загрузку своих объектов и, скажем мягко так, отказывались платить по полагаемой сумме налогов. Как бы основная сложность заключается в этом. Чем больше люди будут зарабатывать, чем предпринимательская деятельность будет активнее осуществляться, тем легче будет работать и налоговикам. А наша задача все-таки, независимо от этого, обеспечить надлежащий учет и обеспечить учет полагаемых сумм. А в последующем совместно уже с другими государственными органами, такими как служба судебных исполнителей, правоохранительными органами, в дальнейшем обеспечивать их взыскание и поступление в бюджет. У меня на этом все. Спасибо, что я знаю, что у вас плотный рабочий график, нашли время прийти к нам. Спасибо большое за приглашение. А нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях был министр по налогам и сборам Даур Курмазия. А я прощаюсь с вами, увидимся через неделю.